Здравствуйте! В эфире «Контроль теней». Сегодня у нас в гостях, пожалуй, самый таинственный человек на нашем канале. И по традиции наш гость остается в тени. Маг и оккультист. Специально для проекта «Контроль теней». Здравствуйте! Благодарим вас, что еще раз согласились принять участие в нашем проекте. Первое видео «Кто управляет миром на самом деле» вызвало огромный резонанс у наших зрителей. Кстати, кто не смотрел, перед просмотром данного видео, пожалуйста, вы сейчас увидите на экране ссылку, посмотрите эту передачу, иначе вам просто будет непонятно, о чем мы говорим. Итак, многие наши зрители отмечали для себя, что они подсознательно чувствовали, понимали, что многие процессы в нашем мире имеют определенную закономерность. И задумывались, почему происходит так, как происходит, почему мы живем в таком ужасном мире. И вроде все хотят жить хорошо, но живем, как живем. И многие, повторюсь, чувствовали, что за этим что-то стоит, некая темная сила. И вот благодаря вам мы получили ответы. И у многих сложился пазл. Но тем не менее остались некоторые вопросы, которые вот люди и пишут в комментариях, чтобы уже понять до конца эту тему. И с вашего разрешения мы зададим эти вопросы вам, чтобы убрать все эти темные пятна. Причем, если разделить эти комментарии, две категории всего лишь вопросов: по историческим событиям и по вопросам перерождения. Будем рады, если вы их проясните. Да, авторы проекта передали мне список вопросов от людей. Я не планировал больше ничего рассказывать, но все же некоторые из этих вопросов счел интересными и заслуживающими ответа. Предвижу, что ответы на них дадут свой результат в не столь далекой перспективе. Для начала хочу сказать, что я рад, что многие стали задумываться над тем, а все ли так просто с поминанием мертвых, и стоит ли вообще делать это. Некоторые добрались практически до истоков этих традиций, писали даже про древнеегипетскую магию. Но это еще не самое начало истории. Пока еще никто не докопался до другого древнего народа, где впервые вылезла магия в истории нашего человечества. Посмотрите чуть выше и восточнее, по карте мира. Больше говорить не буду, сами разберетесь. У меня не стоит задача проводить вам исторические экскурсы и объяснять полностью, как устроен мир. Я рассказываю только то, что считаю нужным рассказать. А все остальное ищите сами. Информации полно. Хорошо. Ну, давайте тогда начнем с исторической части. Самый основной вопрос у наших зрителей: почему нацисты проиграли, если у них была такая серьезная оккультная поддержка? Это очень даже логично. Нацисты и не должны были выиграть, поэтому и не выиграли. Они изначально были обречены. Не обольщайтесь, те, кто стоял за этими событиями, получили все, что хотели, и даже больше. Смотрите, вот эта нацистская верхушка с их черным орденом были всего лишь посредниками. И даже того же Гитлера охраняли маги высшего посвящения, настоящие, обладающие огромной силой, на которых работали миллионы простых людей, попавшие в их сети. И все их магические фокусы были оплачены жизненной силой людей. Ну и, конечно же, эти маги собрали очень большой урожай для себя. Вы представляете вообще количество людей, которые погибли во время Второй мировой? А для этих товарищей жизненная сила людей это еда. Да и на самом деле сказать, что нацисты прям проиграли, будет не совсем корректно. Потому что они же все равно свободно ушли. Они не умерли. Как и те маги, кто за ними стоял, они тоже совершили переход. Мир гораздо сложнее, чем кажется. И иерархия в тонких планах очень сильна. Ну и даже если посмотреть на события тех времен с видимой стороны, очевидно, что никто бы не дал Гитлеру и нацистам захватить мир. Те, кто задают такой вопрос, просто не понимают, как и для чего создаются войны. Людей приучили мыслить категориями героической победы одних и поражением других. Но это же все, по сути, те же рамки пропаганды, за которые людям не дают выходить, чтобы увидеть ситуацию целостно. А по сути, это всего лишь разыгрываемый спектакль, где все декорации расставлены, роли распределены, результат запланирован и выигрыш уже давно поделен. Знаете, есть выражение, когда
бросают палку собаке, она бежит за палкой. А когда бросают палку льву, то он смотрит на того, кто ему эту палку бросил. Это я вам и предлагаю сделать. Наконец-то посмотреть на тех, кто манипулирует вами и кто стоит за созданием подобных событий. Потому что пока ваше внимание полностью поглощено брошенной палкой, они, этот вполне определенный круг лиц, за вашей спиной реализуют свои личные интересы. Так произошло и тогда. Каждый просто порешал свои вопросы. Чтобы понять, зачем нужна была эта война, посмотрите на последующий результат. Как выглядела карта мира до и после. Как был разделен мир. Кто и что получил. Какой расклад сил сложился после войны. Мирным путем невозможно было бы так перекроить мир, а война это сделала. После Второй мировой мир изменился необратимо. Поэтому, конечных бенефициаров данного мероприятия несложно вычислить, просто посмотрев, кто больше всех получил выгод в этой войне. Ну а когда Гитлер отыграл свою роль, его, как любую пешку, убрали с доски. Так что успокойтесь уже с тем, кто там победил, кто проиграл. Здесь не все так однозначно. Здесь понятно. Еще один вопрос, который возник у наших зрителей после ваших слов, это то, что война, о которой вы рассказываете, это результат деятельности Гурджиева. Так ли это? Нет, это не так. Гурджиев – это не всемирное зло. Он один никак не мог это сделать. Тем более, что Гурджиев – это всего лишь одна из шестерок тех, кто стоит на вершине в этой иерархии. В то время были запущены определенные процессы, которые уже было не остановить. Так что нет, это не только лишь из-за деятельности одного Гурджиева все началось. Первая и Вторая мировая изначально планировались в связке, так что на тот момент начало войны было неизбежно. Но это длинная история, не будем сейчас об этом. Про Гурджиева, я думаю, будет для многих неожиданностью, что он всего лишь навсего шестерка. Потому что, по мнению многих, раз он назначает Папу Римского, значит, он и есть всемирное зло. Потому что, по их мнению, Папу Римского может назначать только сатана. Сам сатана будет назначать Папу Римского. Не смешите. Опять же, это непонимание иерархии той стороны. Сатана не будет заниматься такой ерундой, как назначение папы. Это для нас Папа Римский величина. А на самом деле он выполняет только одну функцию. Выполнял. Уже и того не может. Словом, не надо мерять своими рамками то, что измерить невозможно. Кстати, я был приятно удивлен, как много правильных комментариев по поводу того, кто такой Папа Римский. И что это вообще за должность. Это прям меня порадовало. Следующий вопрос про живых мертвецов. Наши телезрители интересуются, как вообще такое возможно, чтобы такое зло существовало? Куда же смотрит Бог? И раз этот мир контролирует Бог, то почему он допускает такое перерождение? А с чего вы вообще взяли, что этот мир контролирует Бог? Во всех религиях мира очень четко сказано на этот счет, что есть мир духовный, мир Бога, и есть мир наш, земной, материальный. И что у этого мира есть свой князь. Это сатана, дьявол, он же Иблис или Ариман. И здесь все контролирует он, и главная его цель – пожрать. Так что не обольщайтесь. Наш мир – это мир дьявола. Ну а по поводу, как возможно, чтобы такое зло существовало, так это какой мир люди создали? Таких паразитов он и породил. Ясно. Тогда следующий вопрос, опять же, про живых мертвецов. В чем смысл им доводить людей до гибели? С кого они тогда питаться будут? А это напрямую связано с теми событиями, которые нас ждут в ближайшее время. С климатом. Если мир обречен, то что остается? Объясню метафорически. Представьте, есть ферма, на которой живет масса животных, и хозяин фермы узнает, что в его поселке появился смертельный вирус. Какой-нибудь новый птичий грипп, очень заразный, который косит всех. И хозяин фермы понимает, что в течение пары дней все его животные сдохнут от этой заразы. Что в таком случае сделает хозяин фермы? Будет ждать, пока это случится, и просто выбросить тонны мяса на помойку? Конечно, нет.
Он за эти пару дней, что останется, убьет сам всех животных и продаст мясо. Так и у нас сейчас. Если мир обречен и конец неизбежен, то в один момент куча человеческого мяса, жизненной силы, просто будет выброшена на помойку. Поэтому, конечно, они стремятся напоследок забрать все себе. Или же другой пример можно привести. Допустим, что есть река, которая завтра пересохнет, и вся рыба в ней сдохнет. Что в таком случае делать? Просто ждать, пока это произойдет, или выловить рыбу и продать? Что бы вы сделали? Правильно, вы бы продали и заработали. А почему вы думаете, что они тупее вас? Кстати, в эту тему еще один вопрос от наших телезрителей. Если им так нужна наша смерть, почему бы сразу не бахнуть всех ядерной бомбой? Этот вопрос абсолютно непонимание происходящего. Для их подпитки люди должны выбрасывать сильные эмоции, жить годами в постоянном эмоциональном напряжении. А то что же получается? Пшик и все? Нет, им нужны страдания и страх. Проблески надежды и снова страдания и страх, как на американских горках, чтобы выжить максимум. Поэтому значительно выгоднее пугать ядерной бомбой, чем и правда взорвать ее. Посмотрите, сколько времени они уже это делают. Сколько раз переводились часы судного дня. Как мусолится тема ядерной войны в новостях. То нагнетают страх до предела, что вот-вот уже завтра начнется. То говорят, что вообще-то сегодня уже мы были в шаге от начала ядерной войны. То наоборот начинаются истории. Да нет, это бред, в 21 веке, чтобы такое случилось. И снова по кругу. Главное, что эта тема всегда активна, и она держится в инфополе. А значит, люди очень часто об этом думают. А какие эмоции вызывает тема ядерной войны? Ответ, думаю, очевиден. Поэтому сейчас и творится всякая дичайшая дичь, которой до этого не было. Просто кто-то напоследок пытается собрать максимум урожая. Подождите. То ли еще будет. Пока еще не достали главный козырь, который максимально выжмет все соки из людей и доведет до отупения и до полного смирения. Это голод. Почитайте немного исторических статей на эту тему, и вы поймете, что как раз это следующий этап, который нас ждет. Пандемия, война и голод. Эти трое идут вместе, рука об руку. Об этом еще в Торе было сказано. И, кстати, эту схему проворачивали уже не один раз в нашей истории. Ну, и плюс таким образом еще отводится внимание людей от настоящей угрозы, коим является климат. Ведь если люди будут знать правду, то перестанут подчиняться. И те, кто сейчас правит миром, потеряют свою власть. И они этого очень боятся. Это может помешать их планам на большой переход. Кстати, по поводу большого перехода. Еще в первом видео вы тоже говорили, что живые мертвецы, способные к осознанному перерождению, и которые сейчас управляют миром, они готовятся к большому переходу. Что это за большой переход и куда они собираются переходить, если наша планета погибнет? Ну, наш мир не единственный. Вселенная слишком большая, чтобы считать, что наша планетка единственная населенная человекоподобными. Плюс существует еще масса параллельных миров. Это вы тут сидите, как лягушки в болоте, и думаете, что это весь мир. Это не так. Им есть куда переходить. Это вам, людям, отсюда никуда не деться. Самое главное, что каждый чувствует эту надвигающуюся темноту. Но пока многие продолжают тешить себя надеждой, что скоро все наладится. Вернется на круги своя. И будет так, как было. Да нет, не будет уже так, как было. Никогда не будет. И дальше будет только хуже. Но пока еще выход есть. Хотя вряд ли люди им воспользуются. Давайте перейдем к следующей категории вопросов. Больше всего нашим зрителям непонятна тема реинкарнации. Что остается после смерти тела человека, какая часть уходит на реинкарнацию? Почему вы сказали, что человек превращается в бездушную тварь? Можете рассказать об этом подробнее? Все на самом деле проще, чем кажется. Подобные вопросы возникают только потому, что люди в массе своей даже не знают, кто они и кем являются. За это можете сказать спасибо жрецам ваших религий, которые массу усилий приложили, чтобы подлинные знания утратились
либо же исказились до неузнаваемости. Так ведь проще управлять стадом и держать его в страхе и повиновении. Поэтому вопрос, кем является человек, это очень серьезный вопрос. Я бы даже сказал, что это вопрос жизни и смерти. Потому что если человек над этим особо не задумывается, то его жизнь сводится к рабскому существованию, что приводит к абсолютно предсказуемому итогу в ее конце. Давайте разберем на примере, так будет понятней. Рассмотрим обычный среднестатистический вариант. Жил человек, обычный хороший человек, который прожил обычную жизнь, был относительно добрым, любил своих близких, умеренно ссорился с окружающими, умеренно манипулировал, как все это делают. Но главное, что он же никого не убивал, не грабил, в особо тяжких грехах замечен не был. И, может быть, даже по праздникам посещал храм своей религии. И вот он умер. Что будет с таким человеком после смерти? Как у нас люди в массе своей считают? Опять же, я здесь имею в виду мышление среднестатистического человека. Не берем в счет людей, которые начитались эзотерики или наслушались сказок от жрецов своей религии и думают, что они что-то знают. Так вот, почему-то люди в основном полагают, что их родные после смерти обязательно попадают в рай. Ну, потому что они же столько настрадались и натерпелись при жизни. И вроде как заслужили отправиться хоть после смерти в какое-то хорошее место. Ну или как минимум наконец-то отдохнуть и обрести покой. Но что они точно не попадут в ад. Ад же только для страшных грешников, для изворвавшихся чиновников, например, или убийц. Относительно таких преступлений, на первый взгляд, образ жизни среднестатистических людей выглядит почти мученическим. Многим рисуется картинка из детства, что умершие родственники продолжают наблюдать за нашей жизнью с неба. И время от времени приходят во снах, чтобы предупредить, подсказать что-то, помочь или уберечь от несчастья. Особенно меня веселят истории людей об умерших, которые являются им во снах в ослепительно белом свете и рассказывают, как им там хорошо и радостно. Если бы вы только знали какой-то обман, вы были бы очень сильно, мягко говоря, удивлены. Но давайте по порядку. То есть логика у людей какая? Что раз мой, предположим, дедушка Коля был относительно хорошим человеком, то после смерти он обязательно попадет в лучший мир, где у него все будет хорошо. А что происходит на самом деле? Вот жил-был, допустим, этот дедушка Коля, который особо не напрягался в жизни самоконтролем и шел на поводу практически у всех своих импульсов. При таком раскладе был ли наш Коля хорошим человеком? А давайте посмотрим правде в глаза, что происходит у каждого в мыслях. Представьте на миг, если бы каждая наша мысль воплотилась в жизнь. Могли бы мы после этого назвать себя хорошими людьми? И сколько раз наш дед Коля в своих мыслях избивал или даже убивал своего тирана-начальника? Сколько раз он представлял, как изменяет своей жене? Сколько раз в пробках за рулем он проклинал, на чем свет стоит, подрезавших его водителей? А не мечтал ли дед Коля быть властелином, пусть даже своего маленького, но мирка? Чего хотел и к чему стремился в своих фантазиях этот среднестатистический человек? Разве он не ненавидел, не завидовал, не мечтал о чужом богатстве? Чем на самом деле жил наш с виду очень даже приличный человек? И какие сценарии прокручивал в своей голове? Слушайте, я думаю, сейчас у многих возникает вопрос, а почему вы такой акцент делаете на том, что происходит в мыслях? Ведь многие думают, что главное ничего такого не делать в реальности, а в голове, там, в мыслях можно крутить что угодно. А потому что на самом деле разницы нет никакой. Подумал ты что-то сделать или уже сделал. На уровне энергии это свершившийся факт. Это физика, ребята. Мысль так же реальна, как и твое действие. А если исходить из того, что первичен все-таки мир энергии и информации, и сначала любое событие совершается на этом уровне, а только потом уже реализуется на уровне нашего грубого материального мира, то правильнее будет даже сказать, что первостепенное значение имеет как раз-таки невидимая сторона жизни человека. То есть то, какими мыслями, желаниями он живет, и какие образы крутит у себя в голове. Вы, когда мечтаете, обсасываете свои тайные мыслишки у себя в голове, фантазируете. Вы ведь создаете образ. А это, скорее всего, вы даже себе не представляете, что такое образ. Тема образов, конечно, очень интересная, и люди
даже близко не осознают, какую роль они играют и какое влияние оказывают на их собственную жизнь. Для наглядности приведу несколько примеров. Вся магия работает через образы. Создание демонов-помощников происходит с помощью образов. Мыслеформы – это те же образы. Механизм исполнения желаний – это образ, который просто достаточно накачали силой, чтобы он материализовался. То есть образы – это очень действенный инструмент влияния на окружающий мир и ключевой инструмент в магии. Так что продукты нашего сознания очень даже материальны. И все, что человек представляет в виде образов у себя в голове, это все реально происходит, просто в более тонком плане. Материализуется этот образ или нет, это зависит от человека, сколько он готов за это заплатить. Ну и от того, насколько выгодно будет высшим силам тебе это дать. А то, что мысль материальна, уже давно экспериментально доказано, тем же Крохолевым, например, который успешно фотографировал мысли-образы. Пока что физика только подбирается к объяснению природы образов и того, как люди могут с помощью них влиять на окружающий мир и друг на друга. Но уже некие продвижения в этом направлении есть. Так, например, в экспериментальных условиях совершаются попытки приборами фиксировать местонахождение образов, сформированных людьми в конкретной точке помещения. То есть экспериментаторы не знают, где, в каком месте комнаты подопытный будет представлять образ человека. Но приборы безошибочно его фиксируют по изменениям в пространстве. В этом месте возникает некий фантом, или, выражаясь их терминологией, микролептонный сгусток. Также в наше время существует теория, согласно которой все образы, мысли и жизненный путь человека продолжают существовать рядом с его физическим телом в виде стоячих лептонных волн. Ну или же, проще говоря, в виде голограмм. То есть, простым языком, все, что человек создал у себя в голове, все образы, реально создаются и остаются с человеком до конца его жизни. Ну, это не совсем точное, может, объяснение процесса, но плюс-минус дает понимание. А это помогает по-новому взглянуть на процессы телепатии, телекинеза, ясновидения, полтергейста и реинкарнации, о которой мы с вами сейчас и говорим. Слушайте, ну, веет какой-то безысходностью. Получается, что все мы грешны и попадем в ад только из-за своих мыслей, что ли? И в людях же есть и доброта, и любовь, и люди способны проявлять и проявляют лучшие человеческие качества. Это, конечно, не то, о чем мне нравится говорить. Но да, в человеке есть и духовная составляющая тоже. Вообще, знание о двойственной природе человека, духовной и материальной, есть во всех религиях мира. И в оккультных источниках вы также можете встретить это разделение. Даже масоны знают об этом. Кстати, любопытный факт, что масоны самыми тупыми людьми на Земле считают атеистов. Потому что отрицать существование духовного мира, что это, как не самая большая тупость? Ни один атеист не стал масоном за все время существования этих орденов. Любой нормальный практик знает о двойственной природе человека, потому что, не зная основ, никакой настоящей работы не получится. А ключевой момент в чем? Опять же, в том, кем является человек. Люди от гордыни совершают ошибку, отождествляя себя с душой. И считая, что если душа реинкарнирует, то и сам человек тоже реинкарнирует. А раз я это душа, божественная частица, то автоматически я хороший, и все у меня после смерти будет хорошо. Это вообще полная чушь. Давайте уделим этому внимание. Не хочется, конечно, влезать в философию, но что ж, придется, чтобы немного вас просветить. Так вот, человек представляет собой сложненькое существо. В нем есть дух, который стремится вырваться на свободу, выйти на небесный план. Это, собственно, тот, кем и является человек. Но, также выражаясь языком православных мистиков, в человеке есть плоть. То есть сила, противодействующая духу, которая и является источником греха. И только лишь победив которую, можно достичь освобождения духа из плена материи. Действие плоти проявляется в жизни человека через наше собственное сознание, через мысли, которые приходят нам в голову, образы, желания. И если говорить языком религиозным, то это персональный дьявол или бес, который сидит внутри каждого человека. И самый фатальный момент в том, что 99,9% людей воспринимают себя как раз только как беса, считая, что это мои мысли,
это мои желания, это я так решил, это я так думаю, я так воспринимаю мир и так далее. Это, возможно, тяжело будет осознать, но все же я скажу. Вы как человек, это не то, что воспринимает ваше сознание. Вы не есть сознание. Весь тот бардак, что происходит в голове у людей со всеми картинками и эмоциями, это как рябь на воде, созданная дьяволом, чтобы человек не смог увидеть на ровной спокойной глади воды свое истинное отображение. Помните, как было в фильме «Револьвер»? Самая большая его разводка заключалась в том, что он заставил тебя поверить, что он – это ты. Вот где-то так. Сейчас пришла мысль, я, кстати, смотрел этот фильм несколько раз, и интересно, сам режиссер понимал, какой смысл он в него закладывал или нет. Ну да, большинство людей действительно ассоциируют себя с телом и сознанием. А что здесь не так? По моему мнению, это вообще глупо считать себя телом. Это же очевидно, что оно функционирует абсолютно автономно, без нашего участия. При этом еще и успевает управлять нами, указывая, когда ему надо пойти поесть, когда поспать и все такое прочее. Тело – это то, как выглядит наш бес, образ беса, но только в этом грубом материальном мире. Соответственно, наличие тела и способствует тому, чтобы духовная составляющая человека могла пребывать в этом материальном мире и получать свой опыт познания добра и зла. Короче говоря, человек – это не материальное существо, он дух. Только вот с ним в одном флаконе сидит и бес. И по сути, наше тело является телом беса. Зачастую он им и управляет. Хотя хозяином должен был быть человеческий дух. Но в наши дни он таковым не является. И переходим к самому интересному. Что такое душа? Сейчас про нее пишут хрен знает что. Люди намешали в душу всего подряд. И характер, и память, и эмоции, и сознание. Я уже давно не встречал плюс-минус адекватного описания, что это. Так а что это? Открою вам секрет. Душа – это портал. Это портал из мира Бога в мир тонкого плана, в котором и зарождается как раз человек как дух. И уже благодаря этой силе, помимо духа, зарождаются и бесы человека. Сама по себе душа не является полноценным осознанным созданием. Ее смысл в том, чтобы соединиться с духом и обрести свою идентичность. Ну а дух обретает свободу и новую жизнь уже в духовном мире. Еще одна функция этого портала души в том, что через него с той стороны поступает энергия, которая и дает вот эту жизнь, которую мы чувствуем. Интересный факт. На самом деле мы же не живем только за счет энергии, которая поступает нам из еды. А вы вообще задумывались, на каких энергиях мы живем? На каком бензине? И кто его подливает? Это для тела важна энергия из еды, и то она лишь частично восполняет затраты. А на ментальном, на тонком плане, там уже важна та энергия, которая идет из портала. И если не будет этого исходящего света из души, то ни дух, ни бес жить не будут. Отсюда, собственно, и борьба бесов за этот свет. И еще куча разных пиявок присасывается к человеку, чтобы питаться остатками этого света. В человеке же есть еще масса бесов с ментального плана. То есть человек множественен. В поле его сознания может быть много бесов. Так вот, если человек до момента смерти не вошел в этот портал и даже не шел в его сторону при жизни, то как он может оказаться в том мире, куда этот портал ведет? То есть считать, что любой человек после смерти вот так просто попадет в мир Бога только потому, что он был относительно хорошим, но который не предпринимал никаких шагов в сторону духовного развития. Это то же самое, что думать, что можно попасть в Японию, не выходя из своей комнаты. Но здесь вся фишка в том, что даже находясь у себя в комнате, билет на самолет у тебя в руках. Просто чтобы добраться до пункта назначения, нужно приложить определенные усилия, пройти путь до аэропорта и в конце концов сесть на самолет. И вот, возвращаясь к нашему деду Коле. Если он при жизни никуда не шел и прожигал свою жизнь как мелкий бесенок, то с чем он останется после смерти? Кем он станет после смерти? А ведь таких, как наш дед Коля, который вроде не нашим, не вашим, масса людей. Вот вы, например, уверены, что после смерти вас ждет рай? Подумайте, разве это не логично? Откуда после смерти вдруг взяться раю, если вы при жизни никак даже близко к нему не подошли? Ведь ваша жизнь, ваша точка восприятия, ваше внутреннее состояние – это ваш мир.
По сути, каждый человек живет в сугубо своем личном мире, формирует свою реальность. И что в этой реальности вы создаете, то и станет вашим будущим после смерти. Там не будет просто сна, или как некоторые считают, что после смерти будет просто черный экран, небытие и все. Такое состояние еще нужно заслужить. Нет, после смерти, если человек не вышел в портал души, он остается здесь, в виде информационно-энергетического сгустка. А тело просто превращается в прах, разлагается. Не видели, что ли, во что тела превращаются? Все, как и у любого другого животного. Но при чем здесь ментальный план? На этом уровне у человека все по-другому. Я вот не пойму, почему многие привязывают все к мозгу. До сегодняшнего дня в мозге не нашли, где находится человек. И сознание там не нашли, где оно прячется. Дух там тоже не нашли, ничего не нашли. Поэтому человек не умирает вместе с телом и мозгом. Он просто переходит в другое состояние. Ну а душа уходит на реинкарнацию. А вместе с ней, выражусь так, отсоединяется и все хорошее, потому что как раз-таки источником всех наилучших человеческих качеств является душа. Повторюсь еще раз, реинкарнирует душа, но не человек. Поэтому неправильно считать, что предыдущее воплощение души – это тоже ты. Нет, это были такие же люди, как и ты. Но они не имеют к тебе никакого отношения. У каждого человека только одна жизнь. Так а что же тогда остается от человека после смерти? После смерти, если человек не вышел в портал, то единственное, с кем остается, так это с бесом. И сам он тоже становится бесом. Представьте, каково это. Дух, порабощенный бесом. Мало того, что при жизни пробегал у него на поводу, так еще и после смерти попадаешь к нему в тотальное рабство. Все-таки я бы на месте людей посерьезнее относился бы к своей жизни. Как если бы от этого зависела ваша жизнь. Извините за тавтологию. Вы сказали, что если человек не вышел в портал души, то он остается здесь в виде энергоинформационного сгустка. Что это за сгусток? Можете пояснить? Да, собственно, это концентрация всего того, что вы насобирали в себе за жизнь. Представьте, все события жизни, каждое ее мгновение, все желания и стремления от рождения и до смерти, все это в точных деталях и во всей полноте эмоционального спектра фокусируется в одной точке. Все это сразу и одномоментно наваливается на того, кто был раньше человеком. А теперь представьте себе, те, кто считает себя хорошими людьми, если собрать все ваши эмоции в одну точку, или даже одну какую-то эмоцию, например, только все моменты обычного, повседневного, легкого раздражения, но за все годы жизни, представьте, какое это состояние в итоге будет. Думаю, теперь очевиден ответ на вопрос, почему человек после смерти превращается в тварь. Слушай, ну и где находится этот сгусток, если вот мертвец не ушел в мир Бога, да, то куда он тогда отправляется? Где находится этот сгусток? Все просто. Любой, не вышедший в портал, остается возле него. Объясню образно. Представьте портал, как его рисуют в фантастике. Такой, окаймленный камнями. Так вот, эти сгустки становятся камнями на этом портале. Каждый новый мертвец просто укладывается в кладку вокруг души. И в мире тонкого плана он остается там и сопровождает душу в последующих реинкарнациях. А вот уже в новом теле, куда входит эта душа, зарождается новый чистый лист бумаги, который в последующем также станет еще одним камнем на этом портале, на этих вратах. И так по кругу, пока кто-то все-таки не зайдет в портал. Люди ходят с порталами внутри, не понимая, что там сотни, а то и тысячи камней вокруг него. И это такие же люди в прошлом, как они. Но в связи с тем, что эти камни, бывшие люди, находятся рядом с источником сил возле портала, они продолжают существовать. Это происходит, пока портал не закроется камнями полностью, и человек, как дух, уже не сможет пройти в него. Тогда уже свет из мира Бога сюда не проходит. Портал полностью исчезает, и все разрушается. На это тысячи камней. Чтобы вы понимали, это все не так просто. Так что есть только два варианта. Человек или уходит с тонкого плана в мир Бога, или же становится материальным обездвиженным бесом, камнем в стене дьявола.
На 100% уверен, что люди будут спорить с вашей концепцией реинкарнации. Ведь, например, даже в буддизме этот процесс описывается совершенно по-другому. Ребята, буддисты – это те, кто шли за Буддой. Десяток другой еще зашли в портал за ним. А остальные не то что камнем, булыжником стали на дороге. Носятся со своими ом, ам, но не понимают, на что направлены все их практики. С чем работают буддисты? С сознанием. На что они работают? Для них главное слиться с бесом, стать частью стены, чтобы разуму открылась истина. Конечно, откроется, когда камнем станешь. Мертвым многое открывается. Но это истина бытия, а не истина мира Бога. Чувствуете разницу? Они не стремятся зайти в портал, им хочется видеть всю стену, расширить свои знания. Достичь нирваны в понимании буддизма – это работать на беса, зайти к хозяину и самому стать бесом. Так что не буддистам рассказывать о реинкарнации. Ясно. Следующий вопрос от наших телезрителей. Зачем энергия мертвым? Зачем им внимание живых? Очень просто. Каждый раз, когда мы поминаем или вспоминаем мертвого, мы делимся с ним своей жизненной силой. Мы же тратим на это время, внимание, вкладываем эмоции еще при этом. Следовательно, часть нашей жизненной силы перенаправляется мертвецу. Для него такой подарок – это как небольшое временное обезболивающее для терпящего невыносимые муки. Вы представляете себе вообще состояние мертвеца? Все накопленные эмоции за жизнь огромным грузом размазывают тебя просто под мощнейшим прессом. Некуда уйти, спрятаться или переключиться на что-то другое. Потому что больше нет ничего. Только ты и твой накопленный за всю жизнь негатив. Каждый миг твоей жизни, каждый твой поступок и его последствия прокручиваются по сотни раз, и так целую вечность. И некого звать на помощь. Никто не придет, никто не поможет. Плюс нахождение возле души добавляет, скажем так, своей атмосферы. Это как постоянное напоминание об упущенной возможности и о невозможности вернуть все назад. Это полное одиночество и тотальная безысходность. А капля жизненной силы от живого человека дает хоть и временное, но облегчение. Представьте мертвому дорваться до жизни. Каково это? Конечно же, они будут охотиться за каждой каплей внимания живых. Отсюда и пошло выражение, что мертвые вечно голодные. Они голодают по жизненным силам, потому что своих у них уже нет и никогда больше не будет. Конечно, они будут пытаться пробиться к живым, будут и сниться, и приходить, и будут делать все возможное, чтобы выдурить у живого как можно больше силы. Отсюда, кстати, и стремление у людей при жизни заработать себе славу. Или, если не получится обеспечить себе вечную память, то хотя бы максимально запомниться для своих родственников. Например, оставив им хорошее наследство, которое еще очень долго будет напоминать всей семье об умершем благодетеле. Это скорее подсознательное стремление, чтобы после смерти оказаться в более привилегированном положении. Поэтому многие диктаторы и стремились себя увековечить в памятниках и оставить свой след в истории любой ценой. А поскольку негатив людям запоминается лучше, то, соответственно, и история у нас такая, какая есть. Хорошо. Вот еще одно недопонимание у людей возникло. В чем отличие между реинкарнацией живого мертвеца и обычного человека? То есть, если все люди реинкарнируют, то получается, что все живые мертвецы. И если не помню прошлую жизнь, то это хорошо. А если помню, то значит живой мертвец. Так ли это? Нет, конечно, это не одно и то же. Тот, кого я называю живой мертвец, это человек, который еще при своей жизни целенаправленно занимался практиками осознанного перерождения, чтобы после смерти своего тела захватить власть в уже новом теле. То есть душа пошла на реинкарнацию, родился новый человек со своим телом и духом, но в его энергетическое тело входит мертвый, который полностью собой вытесняет этого нового человека и живет вместо него. У него появляется доступ к бензобаку с жизненной силой, соответственно, новое физическое тело. Конечно, вся эта история с осознанным перерождением не бесконечна, хотя это, наверное, максимально приближенная версия бессмертия в теле, которая существует на сегодняшний день. Но и этому есть предел. Как я уже говорил,
Все равно настанет момент, когда портал полностью закроется камнями и все закончится. Но так просто, такие практики вам в руки не попадутся. Можете даже не мечтать. Всем подряд они не даются. Это, скажем так, вариант для элиты. VIP-услуга. Ну а вашу обычную реинкарнацию я уже описал. Так что не переживайте, вы не мертвые, если задаете такой вопрос. Вы бы об этом знали. Мертвый точно знает, что он мертвый. Но, кстати, есть еще вариант, когда мертвый и без знаний специальных практик может после смерти захватить власть в теле живого человека и продлить себе существование. Интересно, а как это? Ну, например, если человек при жизни был достаточно прокачан энергетически. Допустим, занимался магией, был жрецом какой-то религии, или же человек был известным, привлекал на себя много внимания других, то и после смерти он остается достаточно сильным бесом в этой кладке камней возле портала. Такой бес и над другими камнями будет доминировать. А если ему удастся дорваться до силы живого, то он может брать бразды правления и доминировать над духом. А вот когда дух заключен в камень, то бывший мертвец может жить вместо него. Причем такая активация мертвеца внутри энергетического тела живого человека может случиться в любой момент его жизни, в любом возрасте. Все может начаться с необычных снов, когда снятся места, в которых раньше не был. Люди, которых ты никогда не знал. А самое главное, что во сне ты – это другой человек. Может сниться даже, что ты другого пола. Потом со временем появляется голос в голове, который начинает давать полезные советы, которые реально срабатывают. Предсказывать события или предупреждать, если угрожает опасность. Ну, на самом деле проявления могут быть разные. Здесь смысл в том, что мертвецу нужно сначала пробиться к живому человеку, привлечь к себе внимание, расшатать и набраться достаточно силы, чтобы иметь возможность постепенно, шаг за шагом усиливать свое проявление. И несомненно, что подобные вещи в жизни человека привлекают его внимание и вызывают массу эмоций, что является прямым сливом жизненных сил мертвецу. Причем здесь может быть два варианта. Первый – это когда мертвый полностью замещает человека, когда ты вдруг просыпаешься в каком-то месте и не помнишь, как ты здесь оказался, и уже 3 дня прошло с момента, когда ты последний раз себя помнил. А все это время твое тело просто с другим водителем в кабине также ходило, общалось с другими людьми и так далее. То есть вместо тебя жил мертвец. А второй вариант, когда человек даже не замечает, что в нем происходит замещение. Настолько это незаметно происходит для самого человека, что он просто считает проявление мертвеца частью своего характера. Если покопаться в истории, вы найдете массу подтверждений моим словам. Вы вдруг для себя обнаружите, что о живых мертвецах и о доминирующих мертвецах пишется прямым текстом во многих источниках. Например, совсем другой смысл обретет для вас даймон Сократа, который, как он сам говорил, с раннего детства сопутствовал ему в виде некого голоса, который всегда подсказывал, чего делать не стоит, но молчал, когда Сократ действовал правильно. Только вот почему-то этот добрый гений подставил его в самый ответственный момент, когда вдруг замолк во время судебного процесса, по решению которого Сократа приговорили к смертной казни. И все время, пока Сократ озвучивал свою защитную речь, он был уверен, что все делает правильно. А по факту мертвый держал его до поры до времени, как держат животных на ферме, а потом просто сожрал. И таких примеров много. Эдгар Кейси, Максим Горький и так далее. Но это уже совсем другая история, как говорил один ведущий. Я веду к тому, что люди даже не представляют себе, сколько на самом деле доминирующих мертвецов в нашем мире. И какой слив энергии живых в мир мертвых идет каждый день. Хорошо, спасибо. А вот еще вы говорили о том, что говорили про мертвых, которые приходят во снах, в сиянии и рассказывают, как им там хорошо. А с ними-то что не так? Я-то скажу, но вам это не понравится. Мертвые вам врут. Это своего рода как негласный заговор, заговор мертвых. Никто из них никогда не расскажет правды. Потому что если люди будут знать правду, то мертвые очень быстро лишатся своей подпитки. А это означает адские, невыносимые мучения, даже без единого мгновения передышки, которую могли бы даровать капли живой силы от живых людей. А так недолго и всю свою власть потерять. За каждую каплю вашей жизни эта тварь готова на все.
Поэтому и пытаются всячески выдать себя за тех ваших прежних, хороших, любящих родственников. Рисуют картинку, что они теперь чуть ли не ангелы на небесах. А на самом деле за этим образом прячется беспринципная голодная тварь, которая пришла откусить кусок вашей жизни. Ну вот, подкинул вам новую теорию заговора. Хорошо, но вам начнут однозначно возражать, потому что очень много историй о том, что приходят во снах, предупреждают, дают дельные советы, защищают и помогают избежать какой-то неприятной ситуации. Что вы на это скажете? Это вы очень правильно спросили. Хороший вопрос. Конечно, мертвые приходят и подсказывают, и помогают, и даже жизнь вашу будут спасать, только бы вы продолжали их кормить. Если вы умрете, то кто ж будет делиться с ними силой? Немного отступлю. Вспомнился комментарий под нашим первым видео, где описывается история деда, участника боевых действий. И вот он рассказывал, что всю войну его спасал голос, который звучал у него в голове. Например, когда бежал в атаку, ему голос вдруг подсказывал уходить влево. Он сворачивает, и тут же всех, кто бежал вместе с ним, срезает пулеметная очередь. Или когда сидел в окопе, ему голос вдруг приказал срочно выйти оттуда. И как только он вышел, то в то место прилетел снаряд. Вот вам и наглядный пример, как мертвый спасает своего носителя. А по поводу снов, то вы просто вспомните по себе. Какая первая реакция на то, что приснился мертвый? Особенно если он что-то предсказал и это сбылось. Первое, это, конечно же, вылезает гордыня. Какой я необыкновенный, со мной такое случилось. Сколько внимания отдается потом этой теме. Сколько раз люди пересказывают такой сон всем своим знакомым и незнакомым людям. Гордятся этим страшно. Часто до конца жизни запоминаются такие сны. И каждый раз, при каждом воспоминании сна, что происходит? Правильно, вы вспоминаете этого мертвеца и отдаете ему часть своей жизни. И даже если ничего сверхъестественного во сне не произошло, то все равно приходит куча мыслей на тему, а что бы это значило? А почему мне приснилась, например, мертвая бабушка? Что она хотела сказать? И начинается куча теорий. А может, это знак? Может, мне надо на работу сегодня идти? И так далее, и тому подобное. Опять же, начинается история всем рассказать. И тут же появляются советчики, что обязательно надо пойти помянуть мертвого и сходить навестить на кладбище. А это все время, внимание. И мертвый все ест, ест и ест. Кстати, то, что говорят, что мертвые питаются нашими молитвами. Так это правда. Только в этой правде забывают договаривать, что они за вас счет и питаются. Вас же и едят. И у вас же часть жизни забирают. Поэтому, когда к вам во сне приходит ваша умершая мама, нужно понимать, что это уже не та любящая и заботливая мама, которую вы знали при жизни. Это, как бы кощунственно ни звучало, пришла тварь, готовая любыми путями достать из вас жизненную силу. И это не какие-то там сущности приходят под видом мертвого родственника. Нет, это просто эти люди стали такими после смерти. Мертвый, как любой бес, становится ненасытной тварью. Можете сколько угодно меня обзывать последними словами и ненавидеть, и с пеной у рта доказывать, что это не так. Мне все равно, суть вещей это не изменит. Слушайте, вот некоторые наши зрители, то ли от непонимания, то ли в порыве альтруизма, писали следующие комментарии. Я сейчас даже один из них зачитаю. Ну и что моя умершая мать заберет себе часть моей жизни? Мне для нее ничего не жалко. Почему бы не поделиться? Тем более, если это облегчит ее страдания там. Что вы на это можете сказать? Могу сказать, что тем, кто так думает, нужно раз и навсегда уяснить для себя одну вещь. Если твой родственник не ушел в портал, знай, каким бы хорошим он тут не был, там, после смерти, он в конечном счете становится тварью и начинает портить жизнь живым. И это не значит, что к вам какие-то привидения начнут приходить. Нет. Просто вдруг у живого родственника появляются болезни, неудачи, плохое самочувствие, депрессии. Жизнь превращается в ад. В прошлом веселый человек становится апатичным, раздражительным или даже становится алкоголиком, например. Ни один человек не бросил пить, если к нему приходит мертвый. А те, кто никогда не пили, начинают это делать.
Потому что мертвые вытягивают их жизнь и воруют их свет. То есть свет, который идет из портала и дает жизнь, он перехватывается этими камнями. Все это сказки, что человек умер, пошел в рай, и там его встречает Петр. Это здесь мы друг друга встречаем, а там мир другой физики, отличный от нашей. На тонком плане все абсолютно не похоже на себя, и чем выше план, тем больше изменения. Человек в мире энергии выглядит не так, как вы привыкли считать. Там человек или геометрическая фигура, или пятно. Все зависит от человека. Вот как работает та же магия. Если специалист действительно хороший, маг сильный, он создает фантомы и подсаживает их к этой геометрической фигуре. И уже от нее получает питание. Знаете, это как если бы мы, например, взяли и подключили свой сарай к счетчику соседа. И пользуемся его электричеством. А он об этом даже не в курсе. Так и здесь маг или мертвый подключается и с чужого счетчика мотает себе электричество. Чем чревата такая подключка для человека? Чревата сокращением лет жизни. Чревата снижением качества жизни. Что происходит у человека, когда резко падает уровень энергии? Как вы себя чувствуете, когда потеряли много сил? А если такой слив происходит постоянно? Отсюда и депрессии, и нежелание жить. Также некоторые психические заболевания могут развиваться, ну и все остальное. А самое опасное, если к вашему источнику электричества подключился мертвец, так это то, что мертвец может просто утащить вас за собой. Причем произойти это может в любой форме. Может внезапно появиться тяжелое заболевание, может случиться несчастный случай. Или же человек сам неожиданно для себя выйдет в окно. И такой человек, как здесь, так и на том свете, будет рабом мертвеца. Если честно, то очень странная логика у людей, которые пишут такие комментарии. Получается, что раз моя мать умерла, то и я пусть умру. Так что ли? Но если люди хотят умереть поскорее, то я ж не против. Пускай делают, что хотят со своей жизнью. Только тогда пусть примут во внимание еще один факт. В том мире, в мире мертвых, есть своя иерархия. И человек, который доминировал над другими при жизни, будет доминировать над ними и после смерти. И если при жизни ваша мать была достаточно авторитарной, то после смерти высока вероятность, что и дети, и муж попадут к ней в рабство. Ведь более сильный мертвец порабощает слабого. Поэтому вот эти рассказы людей, как умершая жена пришла забрать мужа, это не просто рассказы. Она пришла за своим будущим рабом. И если она доминировала над ним при жизни, то и после смерти он будет в ее власти. Еще очень-очень много сотен лет. Или когда вам снится умершая мать и говорит, что все хорошо, я забрала отца, теперь он со мной. Так вот знайте, ваш отец в рабстве в загробном мире. Это очень серьезная информация. Я уверен, что многим людям понадобится время, чтобы ее осмыслить и осознать. Ну, тогда, пока вы думаете, расскажу еще одну интересную вещь. Почему шаманы, когда вызывают дух умершего предка, то он к нему приходит в виде образа, например, в форме волка или совы? Никто не думал об этом. А я сейчас раскрою вам ужасную тайну. По факту это и есть реально ужасная тайна. Допустим, шаману нужно обратиться к предкам, посоветоваться по какому-то вопросу. Или же набраться мудрости от них. А ведь мертвые реально обладают большими знаниями о нашем мире и пониманием всех взаимосвязей, потому что они уже являются частью мертвой стены дьявола. Ну так вот, чтобы шаману вызвать умершего родственника и посоветоваться с ним, он сначала должен создать фантом. Например, фантом волка. И только потом вызывает духа предка. Почему он так делает? Потому что настоящий шаман прекрасно знает, что мертвый предок – это бес, и что он часть дьявола. Поэтому и вызывает его в этот фантом, заключает дух предка внутрь него и разговаривает уже с фантомом. А бес оказывается как в тюрьме, как птичка в клетке. Ты ее впускаешь, когда сам захотел полюбоваться, а не когда птичка кушать захотела. Потому что эта птичка все время кушать хочет. Но ты открываешь форточку и сыпешь зерна только когда тебе хочется полюбоваться. И тогда она прилетает в эту клетку, но не гадит и не сорит в твоем доме. Так и шаман заключает дух предков в фантом, но не пускает его напрямую к себе. Потому что если пустит к себе, то
то мертвый его сожрет. Поэтому пока шаман клетку не создаст, никого вызывать не будет. Здесь еще интересный вопрос. Что является зерном для этой птички? Что выступает кормом и приманкой для духа предка? Думаю, вы уже начинаете понимать. Шаман берет часть жизни у заказчика ритуала. Когда ты приходишь к шаману с каким-то запросом, вот хочешь, например, быть успешным, и шаман проводит для тебя ритуал, то ты за это заплатишь не только долларами, но и своей жизнью. Причем часть шаман берет себе, а часть идет на то, чтобы создать фантом, в которого зайдет мертвец и пожрет там. Потому что твоя жизнь – это еда для него. И вот ты уже проживаешь свою жизнь не так радостно, как хотелось бы, потому что у тебя забирают большую часть той энергии, которая идет с портала. Ну а если птичка сама без приглашения и без клетки залетит в открытую форточку, то она не только обгадит все вокруг, но еще и создаст массу проблем. Поэтому, чтобы такого не происходило, шаман ограничивает территорию фантомом и не кормит духов предков своими силами. Потому что если он будет кормить своим, то он очень быстро истощится и умрет. Поэтому шаманы делают все за счет энергии людей, которые к ним приходят. За вашу энергию. И не верьте, что есть белые шаманы, которые якобы за добро, и которые бесплатно совершают ритуалы, потому что якобы они хорошие. Те, кто берут деньги, в 1000 раз честнее белых шаманов, потому что деньги – это эквивалент вашей жизни. Вы же потратили свое время и силы на то, чтобы их заработать. Поэтому, когда вы платите деньгами, то вы уже частично платите мертвым только своим прошлым. Ну и частично шаман берет часть жизни вашего будущего. А те, кто не берут деньги, они на все 100% берут вашим будущим, вашим счастьем. Это магия, здесь бесплатно ничего не бывает. И, конечно, среди шаманов и среди магов есть масса аферистов, которые используют эффект плацебо. Зачастую за такими колдунами стоит бес. Птичка, которая залетела в них как в клетку. Вместо них живет и крутит ими как хочет. Они вроде и зарабатывают, и даже иногда что-то получается, но вот только с клиентами в итоге беда происходит, и у них в жизни черти что. Чтоб вы понимали, из 1000 шаманов и магов может быть только один, кто знает, что делать. Остальные это либо сами жертвы, либо аферисты. И если ты попал на афериста, то это тебе еще крупно повезло. В таком случае ты только деньги потеряешь. Часть прошлого своего. Да, зря жил, зря работал, потерял деньги. Но страшнее будет, если ты потеряешь свое будущее. То, что вы рассказали про фантомы, это очень интересно. Сколько я помню, никто из шаманов, у которых мы брали интервью, до вас об этом не рассказывал. Конечно, ни один шаман не будет всем подряд рассказывать и обучать, как работать с этими духами. А по факту с бесами. И как создавать фантомы. То, что я рассказал, вот эти клетки, это и есть тотемные животные. И, кстати, их могут передавать по наследству. То есть шаман может передать уже созданную им клетку, наработанный фантом своему ученику. Так как вы своему ребенку передаете клетку, куда прилетает птичка. По сути, это контролируемый демон. Скажите, а фантом может иметь любой образ? Да, фантом можно создать какой угодно. Это всего лишь форма. Почему шаманы используют образы животных? Ну, это пошло еще с тех времен, когда не было фантастики и особого разнообразия образов вокруг. Но были звери. А вообще, можно создавать хоть дракона, хоть полосатого бобра, неважно. И многие шаманы создавали свой фантом, чтобы уйти в него после смерти. И уже в образе фантома приходили к своему ученику. И еще важно сказать, что они создавали не просто учеников. Они создавали рабов, которые будут кормить их. Они создавали свое будущее, потому что знали, как мучаются после смерти бесы. А если человек уже стал шаманом, то он уже прекрасно понимает, что в портал он не войдет, потому что он его обожжет. Это все равно, что человеку зайти в домну, в раскаленную печь. Попробуйте зайти, что будет с вашим телом? Понятно, что оно сгорит. Так и шаман не может зайти в портал. Он будет лишь камнем вокруг него. Прекрасно это понимая, он создает фантом, в который потом уйдет. И в котором потом может просто и безопасно путешествовать в астрале. Ладно, раз уж заговорил об этом, открою вам еще одну тайну, о которой мало кто знает. Слышали же все, что шаманы могут видеть далеко, что происходит на большом расстоянии, или совершать выход в астрал, как это сейчас называют.
Так вот, если человек не подготовлен и пытается куда-то выйти, то не факт, что он вернется один или что он вернется в свою пустую квартиру. Знаете, как это бывает в Испании? Вышел ненадолго, вернулся, а у тебя в квартире уже банда цыган живет. Или пока выходил погулять, вернулся облепленный пиявками, которые будут тебя жрать. Так вот, чтобы такого не происходило, шаман закрывает свое тело, чтобы туда никто не смог подселиться. И сам защищенный из него выходит. И путешествует уже в фантоме. Это как птичка в клетке. Она может и среди кошек стоять. Да, страшно, неприятно, но кошка туда не зайдет и вред никакой причинить не сможет. А вообще астральные путешествия – это очень серьезно. Сейчас эту тему используют и пиарят те, кто знает это все. И кто ищет себе или раба, кто его будет кормить, или новый дом. А часто это делают будущие мертвецы, которые таким образом хотят обеспечить себя после смерти. Поэтому надо понимать, что это такое, и думать, прежде чем экспериментировать с тем, что называют выходом в астрал. Спасибо вам огромное, что поделились такой ценной информацией. И мы надеемся, что ответили на все вопросы наших телезрителей и смогли объяснить, что происходит с человеком после смерти и почему не стоит с собой кормить мертвых. На самом деле любой, если обратит внимание, то сам найдет и увидит подтверждение моим словам. Это же все легко проверяется. Можете перепроверить каждое мое слово. Ну, знающим это и не нужно, они и так все понимают. Но перепроверить можно и в мирской жизни по событиям, которые происходят. И если быть достаточно наблюдательным и свести все воедино, то вы и сами все увидите. Просто люди смотрят сквозь пальцы и не замечают связи в событиях своей собственной жизни. А вот обратите внимание, если ваш близкий родственник или дорогой человек станет камнем на портале, вы увидите, как потихоньку изменится ваша жизнь. И из нормальной человеческой жизни она превратится в озабоченную и с кучей проблем. Не будет больше той жизни, которая была раньше, когда вы были чисты и свободны. А если таких камней 2, 3, то тут уже серьезная проблема вырисовывается. Заметьте, как часто бывает. Умирает один в семье, а через время еще кто-то, а порой и весь род. Просто нападает череда смертей. И неважно, какой религии жрец будет совершать погребальные ритуалы, это все не сработает. Жрецы в большинстве своем банальные лжецы. Их магия бессильна. Рассказывают, что бесы не могут войти в храм. Но бесы же там и читают вам сказки. Вы об этом не думали? Они же совершают магические ритуалы, которые давным-давно не работают, потому что они утратили суть этих ритуалов. И приходят они работать в религию только ради денег. Ну, и чтоб потешиться властью. А посмотрите, сколько камней и пиявок висит на каждом из них. Многих то, что я сейчас говорю, начнет дергать, бесить. Но ведь это же так. А если бы они были действительно святые, шли к Богу, разве дрались бы они так за имущество? Посмотрите, что у них стоит во главе угла. В абсолютно разных странах мира происходит одно и то же. Разве кто-то из них бьется за спасение вашей души, за духовную свободу? Разве они бьются за прихожан, чтобы те попали в рай? Нет. Они бьются за храмы, чтобы отнять их у конкурентов, а паству используют как дураков, как таран, чтобы выгнать тех же конкурентов и зайти самим. Кто, кроме бесов, так поступает? Да, изначально духовные знания, как инструмент, который позволял человечеству зайти в портал, были принесены Иисусом и последним пророком в чистоте. Но тела их не успели остыть, как тут же эти знания превратили в магию. Просто кому-то захотелось власти и денег. А раз последователи приходят с желанием иметь славу, такую же, как у пророков, но при этом не быть такими же, как они, то тут же их облепливают пиявки и бесы. И тут же все, что давалось, искажается бесами. Поэтому результат такой. Проснитесь, люди! Простой пример приведу. Тысячи лет существуют религии, и до сегодняшнего дня люди убивают друг друга за имущество. И религии, и жрецы также поступают, крадут, отбирают, обворовывают. Да магия в 1000 раз честнее, чем религия. Она хотя бы не прикрывается Богом. И в большинстве своем настоящие маги говорят правду. Конечно, они не рассказывают, что заплатишь за их услуги своей жизнью. Но кто же курицу предупреждает, прежде чем ее съесть? А жрецы, которые убили те знания, исказили те дороги, которые показывали пророки, они и сами уже ничего не знают, и Богом прикрываются. И ничего они не умеют,
Никого они еще не спасли и сами в портал не заходят. А за всю историю из миллионов жрецов, может, с десяток зашли в портал. И то это те, кто был еще рядом с пророками. Первые. А остальные лишь камнями легли на чьи-то души. И что, вы разве этого не знали? О какой религии может идти речь? О каких знаниях, которые были принесены? Те, кто приходили, говорили: вот портал и дорога, будь человеком и заходи. А эти всунули свои ритуалы, магию, поклонение, обволокли знания таким туманом, что дороги не видно. Люди в 3 соснах блуждают, а эти жрецы просто приходят поморочить людям головы, заработать и жить лучше, чем они. Лучше ж так, чем шпалы класть или дома строить, например. Это вот пусть они, простые смертные, работают, а эти сейчас, владыки, будут на шею народа сидеть и ни хрена не делать. Ведь так сейчас и получается. Тема магии в религии очень серьезная и большая, поэтому не буду я больше продолжать. Вообще, очень интересный вопрос, как один человек воздействует на другого. Но на сегодня уже хватит. Все, что вы рассказали, очень интересно. И мы надеемся, что у нас будет возможность организовать еще одну встречу. Тем более, я думаю, и после этого интервью у наших зрителей возникнет много вопросов. Если будет на то воля сил. Спасибо. Здравствуйте! В эфире «Контроль теней». Каждый человек в своей жизни многократно сталкивается с магией и тем, что необъяснимо. И столкнувшись с этим, зачастую он забывает, хотя следствие остается. И вот вопрос, что такое магия? Ложь или правда? Магия существует, и она реальна. Если бы магия была фантазией или обманом, она бы не просуществовала на протяжении стольких тысяч лет. И на протяжении всего этого времени она прельщала и прельщает по сей день массы людей. Магия – древнейшая и самая многочисленная религия, религия сатаны, адептами которой являются даже атеисты. Именно поэтому все пророки во все времена говорили о недопустимости занятий магией, что магия низводит в ад. И тем не менее, некоторые религии, изначально построенные на истинных учениях, привнесенных пророками, на сегодняшний день откровенно занимаются магией, проводят различные магические ритуалы, приношения, жертвования. Но ведь пророки этого не делали. И более того, завещали этого не делать. Все эти действия навязаны дьяволом, так же, как и попрошайничество. Якобы у Бога материальных благ, здоровья. А ведь пророки говорили, ничего не стоит просить у Бога, кроме спасения души. Получается, те, кто должны были бороться и противостоять магии, откровенно служат сатане. Чем же она столь привлекательна? Когда люди, зная о губительности и тем не менее променивают вечное на сиюминутное, призрачное, материальное. Да, невидимый мир существует, и он многообразен, как океан полон неведомой жизни. И вместе с вами, друзья, мы бы хотели хоть немного разобраться в том, чем на самом деле является магия, почему она столь соблазнительна и как на самом деле устроен невидимый мир.